Холодный туманный день, мужественные воины, не готовые отступать. Столица древней Алании, а ныне современной Ингушетии, Магас, в эту ночь вновь перенеслась в самый драматический период, первую половину 13 века, когда был осажден главный город Алан. Постановщики, режиссеры, актеры, декорации обеспечивают полное погружение в древнюю историю аланов. События развиваются у аланских ворот. Каждую мелочь от храма Кея до доспехов отважных воителей просчитали детально. Был последний бой великого Магаса. И, конечно, это мы хотим сегодня воспроизвести, как это было, что происходило. И, конечно же, мы задействовали все силы. Магас располагался на пересечении торговых путей с юга на север и с востока на запад, а в самом городе активно процветало гончарное, железное и ювелирное дело. Являясь стратегически важным объектом, Магас всегда был желанной мишенью вражеских государств. Именно здесь проходил Великий Шелковый путь. В древних летописях Китая и Монголии аланская столица упоминается в планах захватчиков наряду с такими городами, как Киев. В 1239 году, ровно 780 лет назад, после полуторамесячной осады, монголам удалось завоевать аланскую столицу. Тогда погибло около 270 тысяч его защитников. Город Солнца был сожжен и буквально стер с лица земли. Непокорившиеся предки ингушей ушли в горы. Сегодня аланские ворота, подобно той крепости, что охраняла город, окутана огнем. Все, кто остался в живых, должен уйти в горы. Там, в горах, в колыбели наших отцов. малый болуж, малый галайлата, яхал аланихан, пачалгихан метиге, кезик хоуж метигер, вен кезик хоуж, ханяж да церцана. Судо ему хам хадин дидис, вен ходулж. وين دوكا وين دعيازة خوجة إستوري حد في غاسقي بتشالقي دقيقة تأخما وين خوج مشي دعيازة خوج ير نياخ بقى بوسم صحدين الحمد ير عبر ديني فوت مالا غير خمبي ويتم وش تبوج مالا غير ماستري برخمبي إصحاح خوج مش لتر خنت جرز مالا در خنت دريك دوخا ملخل ديكادر. На съемочной площадке задействовано более 100 человек. Военно-историческая реконструкция – это еще один повод показать, как до самого последнего воина достойно сражался Магас. Великие захватчики монголы с трудом смогли завоевать лишь оставшиеся руины города. Но народ не пал духом, выжил и снова стал возрождать свою родину на равнине. Всего за несколько десятков лет на пустующем месте у подножия гор снова расцвел сегодняшний Магас. Его здания сочетают в себе завораживающий восток и европейский шарм, а памятники напоминают о древнем происхождении. Сегодня столица продолжает строиться и развиваться, а население города постепенно растет и насчитывает уже более 7 тысяч человек. Мы гордимся тем, что сегодня Магас, у которого такая великая и славная история, сегодня возродился и является столицей нашего народа. Дань уважения славным предкам и бесстрашным защитникам древнего Магаса. Историческая театрализованная реконструкция тех событий не оставила равнодушными и гостей региона. Нам надо крепить общий дом Кавказ, Россию. И такие мероприятия помогают через призму исторических событий относиться к своей истории, к своему будущему, своих наших народов в Общекавказском доме России, скажем, более ответственно, более через призму тех событий, которые происходили в далекие давние времена, уметь ценить жизнь. Просто я удивляюсь вот ребятам, которые дико дивизии. Вот я вижу там и карачаевских лошадей там. 2-3 лошади из наших краев там. Просто всем хотелось бы вот великому ингушскому народу сказать спасибо от карачаевцев, которые приехали, от нашей делегации. Будьте счастливы, удачливы. Столица средневекового государства Алания именовалась Магас, что в переводе означает «город солнца». Весной прошлого года древний Магас отметил 1705 лет, а возрожденная столица современной Ингушетии – 24 года. Фильм будет доступен для всех желающих. Зелимхан Калоев, Микаэл Тангиев, Ислам Арапиев, Новости 24.